Вопрос влияния на организм ночных смен на работе довольно щепетильный. Почему? Потому что, с одной стороны, это деньги, возможность подработать, а с другой стороны, это ваше здоровье, о котором в погоне за средствами к существованию мы, к сожалению, в большинстве случаев вынуждены забыть. Надо отметить, что при тщательном планировании своего времени и дневном сне можно работать всю ночь и по-прежнему иметь 8-часовой сон. Некоторые люди даже вам будут говорить о том, что они не против и уже привыкли от такого графика и привыкли работать по ночам. Но может ли организм человека на самом деле привыкнуть к такому расписанию? Когда человек продолжительное время работает в таком режиме, у него повышается риск нарушений сна, а также ряда соматических заболеваний. То же самое ожирение, нарушение обмена углеводов. Почему появляются проблемы с лишним весом? Потому что в организме изменяется секреция инсулина. Именно этот гормон отвечает за чувство голода. Если человек ночью бодрствует, ему хочется есть. Помимо этого, в ночные часы отсутствует полноценное питание, и прием пищи состоит из продуктов быстрого и далеко не самого здорового питания. Помимо этого, при таком режиме увеличивается количество кортизола, гормона стресса, а уровень серотонина, наоборот, сокращается. Именно это провоцирует как минимум раздражительность, а может до других расстройств, вплоть до депрессии. Также установлено, что негативное влияние бактерий Helicobacter pylori на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки усиливается именно в ночное время, в связи с чем язвенная болезнь этих отделов ЖКТ у работающих в ночную смену встречается чаще. Конечно, здесь играет очень большую роль и та же самая еда всухомятку и психическое перенапряжение. Все же здоровому человеку свойственна дневная активность. Ночью мы должны спать. Конечно, если работать по сменному графику несколько месяцев, где-то до года, а потом вернуться к нормальному ритму, есть шанс избежать пагубных последствий. Но если речь идет о многих годах, будьте готовы к проблемам со здоровьем. Также не стоит забывать, что ночью из-за сонливости неизбежно снижается концентрация внимания, а значит автоматически повышается вероятность допустить ошибку. Для людей правильно и полезно спать именно ночью. Сон в светлое время суток более короткий и более поверхностный. Его можно рассматривать как дополнительный отдых, но не как основной. Есть люди, которым дневной сон необходим, но, конечно же, не в ущерб ночному. Если у человека есть бессонница ночью, спать днем ему не рекомендуется, так как это только ухудшает качество ночного сна. Нельзя полностью поменять ритм, режим, который заложен генетически, то есть днем спать, а ночью бодрствовать. Это не самое здоровое решение. Но мы сейчас живем в таком темпе, нам кажется, что все должны работать 24/7. Поэтому, вероятно, даже осознавая все возможные последствия от работы по ночам, избавиться от нее получится не у каждого. Вот как быть в таком случае? Как вообще лучше высыпаться после ночной смены? Вот сразу ложиться спать или чуть позже? Тут необходимо ориентироваться на свои собственные ощущения. Но нет ничего плохого в том, если вы уснете сразу, как доберетесь домой. Главное, старайтесь не дремать в транспорте, когда вы едете с работы. Уже в квартире нужно создать для себя все необходимые условия. Тишину, полное затемнение, чтобы дневной свет не проникал в помещение. Примите теплый душ перед сном. Кому категорически нельзя работать в ночную смену? Конечно же, это беременным женщинам в первую очередь. Людям, которые перенесли инфаркт или страдают от ишемической болезни сердца, сахарным диабетом, может быть, сердечной недостаточностью, язвенными поражениями желудочно-кишечного тракта и, в принципе, другими тяжелыми заболеваниями, которые могут только обостриться. В целом, подобный график могут позволить себе только люди с идеальным здоровьем. После 40-45 лет работу в ночные смены желательно исключить или, в крайнем случае, планировать подобную работу не чаще раза в неделю. Ведь именно в этом возрасте значительно возрастает риск развития заболеваний сердца и сосудов, эндокринных нарушений, онкологических заболеваний. И любая излишняя встряска для организма, в том числе работа по ночам, будет только вредна. Поэтому подумайте, что для вас важнее – деньги или здоровье. Если обобщить, то периодическая работа по ночам в молодом возрасте при соблюдении правильного режима труда и отдыха, питания и физической активности не окажет неблагоприятного влияния на организм. В остальных случаях от регулярных ночных смен при первой же возможности
все же лучше отказаться.